Шейх Занулла ар-Расули, да раскинется вширь его благословенная сень, сравним с божественным имамом Ахмадом Фаруки Серхинди и с Мавланом Халидом. Да очистит Аллах зеркала их сердец. Представители многих народов прибывают к нему со всех континентов и сторон света, чтобы получить от него указания к истине, независимо от их принадлежности к различным расам и сословиям. Так писал о шейхе Зайнулле Расулеве его ученик, известный историк и богослов Мурат Рамзи. Когда говорят, что шейх Зайнулла Расулев оставил глубокий след в истории Башкортостана и других мусульманских регионов Российской империи, не совсем ясно, каково содержание этих слов и что имелось в виду. Но проповедовал суфизм, открыл мадресе, написал несколько работ. А дальше-то что? Имамов и шейхов, совершивших подобное, было довольно много. Однако почему-то во всем исламском мире чтут и помнят именно Зайнуллу Расулева. Как сообщают материалы ревизии населения, Зайнулла Расулев родился в 1833 году в ауле Авяз 7-го башкирского кантона Троицкого уезда Оренбургской губернии. Ныне это деревня Шарипово Учелинского района республики. Сафуат Рахманкулова, касаясь происхождения своего отца, муфтия Абд-ар-Рахмана Расулева, сына шейха Зайнуллы Расулева, писала: «По отцовской ветви отец наш родом из башкирского племени Кувакан». Историк Мурат Рамзи добавил важную деталь. Его дед в 7-м поколении, шейх Мурат Кабул, был знаменит в той округе своей святостью. Мурат Рамзи, 1854-1934 годы жизни. Башкир рода Байлар из аула Аль-Метмулла Мензелинского уезда Оренбургской губернии. Историк, богослов и суфий. Перевел с персидского языка на арабский цикл посланий «Мактубат» выдающегося суфийского шейха XVII века Ахмада Серхинди, имама Раббани. С материнской стороны Зайнулла Расулев также был связан с суфийской традицией. Мать будущего шейха, Малиха Янузакова, была родственницей известного в тех краях Азначуры Ишана. Таким образом, Зайнулла Расулев с молоком матери впитал в себя не просто атмосферу религиозности, но особой суфийской одухотворенности и недосказанности, тайну которой еще предстояло постичь сердцем, духовным органом богопознания. Обучение юного Зайнуллы проходило сначала в медресе аула Муйнак, а затем уже в Троицке, довольно крупном в то время купеческом городе и уездном центре. Исламовед Хамид Алгар писал: его главным учителем в Троицке был Ахмад бен Халид аль-Минкари, имам первой каменной мечети, выпускник знаменитого медресе Кукильташ в Бухаре. Зайнулла, очевидно, стал его любимым учеником, так как изображался как самый заметный и наиболее старательный последователь Ахмада бен Халида в его эзотерическом учении. Хамид Алгар. Британско-американский ученый, профессор факультета Ближнего Востока Калифорнийского университета, автор работ по истории исламской мысли Ирана, Турции и арабских стран. По окончании Троицкого медресе Зайнулла Расулев вернулся на родину и стал имамом в ауле Аккужа. Ныне это село Юлдашево Учелинского района. Мурат Рамзи писал: там он уже был в полной подготовленности и, недовольствуясь знанием Аз-Захир, хотел быть осчастливленным знанием Аль-Батин. Знание Аз-Захир значит внешнее знание экзотерических, дискурсивных религиозных наук. Знание Аль-Батан означает внутреннее, скрытое или эзотерическое знание, заключенное в аятах Корана. Суфии всегда утверждали о приоритете последнего, ведь религия, понимаемая как комплекс догматов, юридических установлений и институтов, является лишь необходимым посредником между людьми и абсолютом, между видимым и невидимым, между данным в ощущении и данным в интуиции. Видимое – лишь продолжение невидимого, поэтому оно не имеет самостоятельного бытийного статуса.
Деление знания на явное и сокровенное провозглашено прямой речью Бога в кораническом знамении или аяте. Он, Аллах, первый и последний, Захир, явный, и Батин, тайный, и Он о всякой вещи знающий. Следовательно, Коран, содержащий тайное знание, является закрытой книгой для профанного восприятия. Мурат Рамзи писал: поэтому он впервые принял тарикат от шейха Абд аль-Хакима аль-Чердаклы, да смилуется над ним Аллах. Абд аль-Хаким Курбангалеев аль-Чердаклы, башкир рода Айле из аула Чердаклы Челябинского уезда Оренбургской губернии, ныне деревня Айбатово Аргаяшского района Челябинской области, шейх суфийского братства Накшбандия Муджадидия. Сам по себе он был человеком крайне авторитетным, особенно среди зауральских башкир. Был наставником в медресе в селе Медиак, нынешней Челябинской области. И его влияние распространялось достаточно далеко, судя по тому, что его ученики были как на территории Центральной Башкирии, например, Зайнуддин из Стерлитамаки, так и на территории Казахстана и города Троицка, где Зайнулла Расулев получал свое среднее образование. Эпонимум братства Накшбандия был суфийский мастер XIV века Бахауддин Накшбанд, живший в Бухаре. Его духовным потомком через 7 звеньев цепи духовной преемственности Силсилы стал Ахмад Сирхинди, живший в XVII веке на территории Индии. Он жил в тот период, когда шах Акбар, правитель империи великих моголов, пытался ввести в своей стране изобретенное им самим синкретическое учение, состоявшее из элементов ислама, индуизма, зороастризма и христианства. Новая доктрина именовалась Дин и Илахи, то есть божественная религия. На миниатюрах того времени шах Акбар изображался с нимбом вокруг своей головы, поскольку он полагал себя пророком новой веры. Акбар не был безбожником или безумцем. Он всего лишь отверг таклид, то есть следование традиции, и этот, казалось бы, незначительный шаг подтолкнул его к еще большему волюнтаризму, открытию врат иджтихада, то есть к самостоятельному творчеству в религиозной сфере. Акбар сказал: многие глупцы, поклонники традиций, принимают обычаи предков за указание разума и тем самым обрекают себя на вечный позор. Его религиозные инновации преследовали благородную цель – объединить всех своих подданных – мусульман, индусов, парсов и христиан – единой верой. В своей утопии он исходил из того, что ради достижения сиюминутных земных целей не грех посягнуть на незыблемость вечных установлений, ниспосланных на все времена и даже до всяких времен. Шейх Ахмад Сирхинди осудил действия шаха Акбара и возглавил оппозицию его религиозной политики, благодаря чему ислам в Индии устоял и не подвергся разрушению. Однако он стал знаменит не только за этот подвиг, но и за примирение суфийской мысли с мусульманской схоластикой. За свою многогранную деятельность Ахмад Сирхинди удостоился почетного титула имам Раббани, то есть божественный имам, а также почетного прозвища «обновитель второго тысячелетия», так как именно в XVII веке исламский мир вступил во второе тысячелетие своей истории. Эпитет «обновитель» по-арабски звучит как «муджадид». Поэтому последователи Ахмада Сирхинди присовокупили к названию своего ответвления ордена Накшбандии приставку «муджадидия». Представителем этой линии и был Абдул-Хаким аль-Чердаклы Курбангалеев, первый наставник муршид Зайнуллы Расулева. Ишан Абдул-Хаким Курбангалеев строго придерживался традиций братства, ведя в консервации древних установлений способ защиты от веяний эпохи модерна. Поэтому его мюрид Зайнулла Расулев с некоторых пор стал тяготиться послушничеством своему муршиду. Он начал искать себе другого наставника, чьи взгляды на современное мусульманское общество отвечали бы вызовам времени. Во-первых, надо вспомнить историческую ситуацию. Это 70-е годы XIX века. Это очень сложное время для урало-поволжских мусульман. Особенно для башкир. Была 1860
1905 году окончательно отменена кантонная система управления. Башкиры, как и многие другие регионы, были внезапно вброшены в рыночные отношения. Надо было совершенно по-новому действовать, по-новому жить, и многие оказались не готовы к этим большим переменам. Как жить дальше башкирам и другим мусульманам? На что надеяться? За ответами на эти вопросы Зайнулла Расулев в 1869 году отправился в Османскую Турцию, также переживавшую тяжелую депрессию переходного периода. Там он и обрел второго учителя Зияуддина Гюмüşханеви. Ахмед Зияаддин Гюмüşхаеви. 1818-1893 годы жизни. Последний великий шейх Османской империи и глава братства Накшбандия Халидия, члены которого отличались социальной и политической активностью, завещанной основателем тариката Халидом аль-Багдади. Османская империя в этот момент начинала переживать процесс обновления по европейским образцам, то есть танзимата, упорядочения, и он считал, что мусульмане и вообще мусульманские религиозные деятели должны принять самое активное участие в переустройстве общества, с тем, чтобы технологически переустраиваясь, выстраивая новые экономические и социальные отношения, общество не потеряло духовного стержня в виде ислама. И вот это активное политическое участие, оно и стало такой доминирующей внешней чертой братства Накшбандия, Муджадидия, Халидия. Хамид Алгар писал: Зайнулла Расулев во второй раз прошел обряд посвящения в братство Накшбандия. Перед отправкой в Хиджаз Зайнулла Расулев провел 40 дней в уединении с Гумаш-Хавини, укрепляя духовные узы со своим новым руководителем и полнее осваивая методы мистического пути Халидия-Накшбандия. Завершив свое путешествие в Османскую империю паломничеством в Мекку, Зайнулла Расулев вернулся на родину в звание совершенного шейха. Полный религиозного рвения он начал свою деятельность с проповеди скорого конца света и пришествия Махди, мусульманского аналога Мессии. Он призывал людей отказаться от мирского ради духовного возрождения, встать на путь преображения себя и мира. Самой необычной из его практик, принесенных из Турции, было коллективное родение, сопровождавшееся громким зикром, то есть многократным упоминанием имени Аллаха. Тот же самый Гюмüşханеви, тот же самый Халид аль-Багдади, тот же самый имам Ахмад Серхинди, они все имели посвящение не только Накшбандийского братства и имели разрешение на наставничество не только в его рамках. И в зависимости от потребностей конкретных мюридов, в зависимости от конкретных обстоятельств, они могли давать другие духовные задания, восходящие к традиции других братств, в частности, громкий зикр. Одним из типов громкого зикра является коллективная хадра, то есть моление, когда верующие собираются вместе, обычно выстраиваются в круг, и под руководством духовного наставника, под руководством муршида произносят определенные ритуальные формулы в определенном ритме громко. Один из современных шейхов тариката Накшбандия, Мухаммед Адиль аль-Хакани, в одном из интервью пояснил, что в их братстве громкий зикр, в том числе хадра, является заимствованием из практики других суфийских братств мусульманского Востока, поэтому не является обязательным. На наш взгляд, вопросу громкого зикра и хадры и тогда, и сегодня уделяется слишком много внимания. Безусловно, он привлекает к себе внимание своей экспрессией, но это всего лишь элемент системы, который может иметь место, а может и не иметь. Самое главное в мистической традиции ислама – это очищение сердца, духовного органа богопознания от скверны животной души нафса, а также его полировка с помощью усердных молитв и молчаливых зикров, чтобы оно, подобно зеркалу, научилось улавливать лучи божественного света. Ведь в Коране сказано, что Аллах – свет земли и небес, а также свет в свете. В
кратчайшие сроки последователями совершенного шейха Зайнулы Расулева стали тысячи башкир Зауралья. Это вызвало тревогу у властей. Оренбургский генерал-губернатор Николай Крыжановский в своей конфиденциальной записке от 15 июня 1871 года писал: «До сведения моего дошло, что с некоторого времени начали появляться в Башкирии мюриды, которые переходят из деревни в деревню в сопровождении башкир, следующих за ними целыми массами, играют роль ишанов и чтутся простыми башкирами за святых». Некоторые религиозные деятели стали писать всякого рода доносы, прежде всего во властные органы, и выдвинули против шейха страшное обвинение антиправительственной деятельности. Власти не могли не реагировать на такого рода сообщения и организовали, я его условно называю, дело Зайнулы Расулева. Она была во многом надуманная, но оно кончилось печально для Зайнулы Расулева. Сафуат Рахманкулова, внучка Зайнулы Расулева, писала: «Вместе с ростом популярности Ишан Хазрата росло количество людей, которые ему завидовали. Начали писать доносы. Писали доносы духовному правлению мусульман, обвиняли Ишан Хазрата в отклонении от законов ислама. Другие писали доносы на имя губернатора, обвиняя его в стремлении поднять восстание башкир против русского царя. Шейх, несмотря на недоказанность этих обвинений, был арестован и сослан в город Никольск Вологодской губернии. За 8 лет, проведенных шейхом в ссылке, произошли большие изменения. В России, шедшей по пути капиталистического развития, начался процесс формирования русской нации, что проявилось в политике ассимиляции других народов, в первую очередь поляков, украинцев, финнов, а это, в свою очередь, стало катализатором их национального самоопределения. Аналогичные процессы протекали и в мусульманских окраинах империи. Развитие капиталистических отношений в Европе вело к рационализации мышления и вызвало реформацию церкви, начатую Мартином Лютером. Рынок требовал стандартизации всех сфер жизни общества, и мирское окончательно уничтожило сакральное. «Бог умер», подвел итог Фридрих Ницше. Аналогичные тенденции проявлялись в мусульманском мире, где одно крыло реформаторов в лице салафитов и ваххабитов апеллировало к архаике, а другое крыло в лице обновленцев, джадидов, к прогрессу. Однако суть их программы была одной и той же – отрицание традиции таклида и, значит, призыв к открытию врат иджтихада. И в этом плане джадидизм, какая-то попытка привить западную культуру, протестантизм, то был совершенно науку, просвещение, реформация. То же самое и салафизм, как попытка вернуться к временам первого. Но вернуться внешне, а не подняться сейчас на уровень того, что, может быть, было тогда. Сама идея антитрадиционная. Идея о том, что либо отказаться от традиции в пользу современной культуры, либо, что тоже диалектически одно и то же, вернуться абсолютно назад, отказавшись от всего, что было в течение тысячелетий, даже уже развития. Зайнула Расулев подверг критике некоторые взгляды духовного отца салафизма, теолога и правоведа Ибн Таймии, а также осудил ваххабизм, мусульманский аналог протестантизма. Шейх писал: «Основу учения ваххабизма составляет книга Ибн Таймии. Но ваххабиты слишком далеко зашли и перешли все рамки дозволенного в вопросах веры». Что касается салафизма, тут действительно очень интересная вещь. Что такое салафизм? Это попытка вернуться к неким истокам. Вернуться к истокам. Но как? Давайте будем как первые последователи пророка. Все вплоть до одежды тоже. Но в этом плане как раз действительно, ведь мир меняется, мир в тот же, в исламе говорит, что все время творит Аллах новое в мире. Как можно держаться за внешнее? Именно держаться надо за дух, за суть. Но в этом плане получается, что внешнее воспроизводят, а всю традицию наработанную отвергают. Отвергают те же многие идеи мыслителей, богословов. Будем все как это внешнее. А внешнее через поколение, оно упрощает и не порождает сути. Получается не развитие, а разрушение. И мы опять
на том же месте, но уже с нами нет пророка. Что касается мусульманского обновленчества или джадидизма, то шейх Зайнулла Расулев разделял некоторые взгляды джадидов, например, в вопросах образования. Он выступал за введение новых методов и светских предметов в учебную программу. Открытая им в городе Троицк медресе «Расулия» стала, по выражению французского советолога Александра Беннингсена, одним из лучших институтов в исламском мире. Однако по базовым вопросам Зайнулла Расулев, по всей видимости, не разделял джадидизм, особенно идеи Мусы Бегиева, названного его сторонниками мусульманским Мартином Лютером. Джадиды и салафиты, хотевшие ответить на вызов современной им эпохи реформации ислама, сообразуясь со своим пониманием вневременных истин, стали своеобразной реинкарнацией Шаха Акбара. Муса Бегиев, например, предлагал перевести Коран на тюркские языки, чтобы каждый мог понять его смысл самостоятельно. В самой идее перевода нет ничего предосудительного. Вопрос только в том, может ли каждый человек быть его толкователем, подобно протестантским пасторам, избираемым из среды прихожан? Ответы на эти вопросы дал Рене Генон. Протестантизм открыто отрицает авторитет той организации, которая ответственна за законную интерпретацию религиозной традиции на Западе. А на ее месте стремится утвердить свободный критицизм, то есть интерпретацию, полученную на основании частного суждения, нередко даже самой невежественной и некомпетентной личности, и основывающейся, кроме всего прочего, на заключениях сугубо человеческого рассудка. Антитрадиционализм начинает с искажения религии, но всегда заканчивает ее полным уничтожением. Рене Генон, 1886-1951 годы. Французский философ-традиционалист, автор работ по метафизике, критик современной западной цивилизации. В конце жизни принял ислам с именем Абдул-Вахид и вступил в суфийское братство Шазилия. Подобно протестантизму, салафизм и джадидизм представляли собой антитрадицию. И то, и другое являются действительно порождениями и реакциями на модерн. Они являются... И то, и другое является деконструкцией той традиции, которая в живом виде, в живом исполнении дошла до модерна. И, кроме того, зачастую и то, и другое действительно пользовалось одними и теми же методами, одними и теми же приемами критики. То есть это такой текстоцентризм, что вот есть написанное, надо отталкиваться от написанного. Есть Писание, Писание должно толковаться другим Писанием. Это, собственно, точно такой же тезис, например, является центральным тезисом современных евангелических деноминаций в христианстве, когда берется Писание, и любой человек, вне зависимости от квалификации, вне зависимости от степени интеллектуального умственного развития, его толкует. Позиции джадидидов и салафитов шейх Зайнуллы Расулева противопоставил свой принцип. Ни на йоту не меняя дух живой исламской традиции, корректировать лишь ее тело. То есть, изменяясь с внешней стороны сообразно с требованиями времени, оставаться неизменными внутри. Я думаю, что вот Зайнулла Расулев, его как раз и надо наследие изучать. Очень хорошо, что оно в республике осознанно было, и дальше надо развивать, и всей России он очень важен, потому что вот он как раз сумел найти правильный путь, потому что он, оставаясь человеком традиции, мусульманином, башкиром, жителем нашей страны, он сумел с современностью увязать, и у него это получалось органично, и надо вот изучать, как он это делал. Нашел синтез, когда мы, сохраняя традицию, ее развиваем и обогащаем за счет приобщения именно к современной жизни и сами активно в этой жизни участвуем. Вот в чем дело. В начале 20 века Россия вступила в полосу политической турбулентности. Если в русском обществе шла борьба социальных идей, то национальные окраины выступали за равноправие и преобразование Российской империи в Федеративную Республику.
В отличие от многих шейхов и ишанов консервативного крыла, например, ишанов Курбангалиевых, Зайнулла Расулев поддержал движение башкир, татар, казахов и других мусульман. Вообще, шейх Зайнулла Расулев был, по всей видимости, проницательным человеком, и он понимал или улавливал, куда движется история. Он понимал, что нет такой нации мусульманин, что каждый тюркский народ имеет свои собственные устремления, экономические, социальные, политические и другие интересы. И действительно, многие действия в направлении национального самоопределения, национального строительства действительно принимались и предпринимались с его, если не прямого благословения, то, по крайней мере, с его согласия. То есть он поощрял национальную периодику среди своих шакирдов. То есть мы знаем, что в Троицке издавалась одна из первых казахских газет. Отец Башкирской республики Ахмед Заки Валиди через много лет спустя написал: «Если бы не внимание и ласка высокочтимого шейха, кто знает, может быть, и я в свои 15 лет, как и многие другие мои сверстники, стал бы обычным приказчиком у богатых торговцев». Последний великий шейх братства Накшбандия Урала-Поволжья, как назвал Зайнуллу Расулева Хамид Алгар, умер 2 февраля 1917 года. При жизни он достиг высшей духовной стоянки на пути богопознания и удостоился титула Кутб-аз-Заман, то есть «полюс времени». В некрологе, опубликованном в мусульманской прессе, было сказано, что шейх Зайнулла Расулев был духовным королем своего народа. Великий шейх умер накануне февральской революции, словно понимая, что его духовное наследие не будет востребовано в течение долгих десятилетий советской власти. Однако он был уверен, что это не навсегда. Своему мюриду, будущему муфтию Шакиру Хейлиддинову, он однажды сказал: «Я не смогу, но ты, Шакир, сможешь дожить до того дня, когда ничто не сможет загородить света истины». И вот этот день настал. И сегодня духовный и практический опыт шейха стал даже более актуальным, чем в начале 20 века. Он ясно говорит мусульманам, что необходимо идти в ногу со временем, не разрушая традиции. Ведь антитрадиция подобна восхождению по лестнице, при котором уничтожается каждая пройденная ступень. В конечном итоге все рушится и летит в тартарары. Вот какое послание несет нам наследие великого шейха Зайнуллы Расулева.